Честный, принципиальный, бескомпромиссный, бесстрашный. Так вспоминают сегодня Раждена Хикуба. Ражден Ксисович начал свою трудовую деятельность, будучи школьником. В 1942 году в возрасте 15 лет он стал бригадиром в колхозе, совмещая работу с учебой. Шла Великая Отечественная война. Помощь фронту в любом виде была необходима. Как известно, с самого начала войны люди советской страны организовали сбор средств, чтобы помочь быстрее вооружить армию. Так сельский школьник Ражден Хикуба внес 10 тысяч из заработанных им рублей на строительство танковой колонны «Юный пионер». Эта инициатива Хикуба была известна широкой общественности. За денежный взнос в фонд обороны в январе 1943 года он получил благодарность от Верховного главнокомандующего СССР Сталина. Работая в комсомоле, видел газеты «Пионерская правда» того времени, где о нем и «Комсомольская правда» писали, как о бригадире, который стал популярным в Советском Союзе. Позже он работал один из видных деятелей абхазского комсомола, претендовавший на роль руководителя молодежной организации, но в связи с тем, что какие-то вопросы возникли, он вынужден уйти в спорт. Возглавлял долгие годы спорт Абхазии, принимал участие в многие олимпийские команды, возглавлял делегации олимпийские за рубежом и позже работал директором олимпийской базы города Сухуми, которую сам и создавал. Он грамотный человек был, на самом деле, хорошо образованный человек был. У него, по сути дела, 2 образования было. Он закончил вуз и закончил партийную школу. По тем временам партийная школа много чего давала. Вот. И с самого детства он как-то, знаете, вот редко, когда человеку такое удается, обычно с возрастом это приходит, найти свое место в жизни. А он нашел свое место в жизни уже в детстве. Жизнь Раждена Хикуба всегда была наполнена делами, проблемами, требующими принципиального и результативного решения. И это всегда было главным для него. Он был секретарем райкома и обкома комсомола, работал на ответственных должностях в партийных органах, руководил районными исполкомами, трижды избирался депутатом Верховного Совета Абхазии. Но где бы он ни работал, всегда знали: беспринципность, нечестность, безответственность, отсутствие патриотичности в действиях у Раждена Ксисовича не пройдут. Должен сказать, что он как человек, как руководитель, был не всегда удобный, потому что был принципиальный, ставил вопросы не всегда приятные для начальствующего состава и так далее. И поэтому он один из тех, кто пострадал с приходом Шеварднадзе. Будучи министром торговли, его сняли с работы и направили в Кулиевский райисполком заместителем председателя райисполкома. Он долго добивался своей правоты и в конце концов, на мой взгляд, добился, вернулся опять в государственный орган управления, стал заместителем министра жилищно-коммунального бытового хозяйства, а позже стал министром бытового обслуживания. Он один из тех, кто многие кадры абхазские воспитал. Прибрал себе молодежь, из которых он сделал в будущем хозяйственных руководителей и руководителей отраслей. Ражден Хикуба стоял у истоков национально-освободительного движения. Он был одним из первых борцов за независимость Абхазии. Так, на 21-й областной конференции Абхазской организации КП Грузии, проходившей в 1953 году в Сухуми, Ражден Ксисович выступил с резкой критикой, открыто сказав о политических ошибках и нарушениях ленинско-сталинского принципа выдвижения кадров. Тогда молодым абхазским специалистам не давали работать. Речь шла также о закрытии абхазских школ и запрещении абхазского языка. Шло насильственное внедрение грузинского языка во все сферы экономики Абхазии с целью ассимиляции абхазов. Его патриотизм, который грузины называли национализмом, ему все время мешал в его жизни. Он все время вынужден был бороться, что-то доказывать. Он еще после, когда еще сталинизм не был разоблачен, он писал письма в ЦК Грузии о том, какие происходят извращения политики, национальной политики в Абхазии, о том, что школы закрыты и так далее. Он очень спокойно разговаривал, но тем не менее его аргументы были очень сильными, и факты, приводимые им, были очень настолько значимыми, что он очень быстро мог разложить своего оппонента на лопатки, как говорится, вот, и при этом в таком спокойном, аргументированном тоне.
Вот. Он вообще был очень такой выдержанный человек. И всегда его слово имело значение, потому что он один из тех, кто имел право сказать, что поступать неправильно, когда это было неправильно, или поддержать, когда это нужно было поддержать. К чему я это говорю? Рожден Сысович человек интересный. Если подходить к позиции оценки его деятельности того периода, это был довоенный период, это был период до развала Советского Союза, когда законы и решения вышестоящих органов надо было выполнять, надо было решать, а он один из тех был, который не просто выполнял, сознательно, если надо было, выполнял, а если надо было притормозить, мог тормозить. Александр Гулия – член семьи Хикуба. Он вспоминает его добрым и заботливым семьянином. С супругой Бианой Гулия, тетей Александра, он воспитал 3 дочерей, которые стали хорошими специалистами, добавил Александр. Он был хороший охотник, кстати говоря. Очень любил животных. У него прекрасные собаки были охотничьи. Эти охотничьи собаки, он с ними так общался, что они просто говорить не могли, а на самом деле они здесь понимали все, наверное. Вот. Он когда собирался жениться на моей тете, видимо, она ему понравилась, я так представляю, потому и женился, но его очень беспокоил вопрос отношения ее к животным. И он начал наводящие вопросы задавать, а она с ума сходила от животных. У нее курицы пели, там, кошки разговаривали и так далее. Вот, и когда он это уточнил, он ни секунды не сомневаясь, он уже тогда сделал ей предложение. В 2011 году вышла в свет книга «Рожденный Хикуба. Воспоминания и размышления», которая посвящена будущим поколениям фамилии Хикуба. В книгу вошли воспоминания детства, юности автора, а также описание исторических событий и личностей, которые встречались на жизненном пути Рождена Ксисовича. Заложил корень и основу для того, чтобы будущее поколение знало. И книга эта посвящена будущим поколениям моей фамилии. В предисловии книги автор написал так. «Дай Бог, чтобы родились представители фамильного поколения, которые сумели бы восполнить начатое мной. То, что я успел сделать, собирая родословную Хикуба, считаю наиболее важным и полезным, чем все остальное в моей жизни. Ведь так я сумею оставить после себя память навеки». Сария Кварцхеля, Камила Джопуа, Нарсоу Цулуки, Абхазское телевидение.